حقيرة مقيرة غامرة غدوك حدوخة مدوخة غكورة غدوك. Немножечко нам. Может, вы сядете? Мы новым членам Совета Тейпов, что Елена у нас у Совета Тейпов очень теплые, дружеские отношения с Еленой Севрюковой. Она нас всячески поддерживает. Мы находим понимание и у нее, и выпусков ее журналов. Поэтому я думаю, я не ошибусь, если скажу, что мы очень рады ее появлению сегодня у нас. Спасибо. И я сразу же предоставлю слово. Журналы перед вами лежат. Вы позже с ними ознакомитесь. Давайте предоставим слово Елене, а потом мы тоже выскажемся. Мне очень важно было выступить перед вами, чтобы просто Телефоны всем выключить. представить этот журнал, чтобы было понятно, как мы подходили к этому журналу, что он для нас значит. Солам Маршал, уважаемый Совет Тейпов ингушского народа. Вы держите в руках 15-й выпуск наших лиц. Само название «Граница» говорит само за себя. Для меня, как автора проекта, журнала, аналогов которого нет ни в одном российском, кстати, регионе, было очевидно, что нельзя оставаться в стороне от происходящего сегодня в Ингушетии. Невозможно воспринимать спокойно уже даже сам факт всенародного несогласия с принятым властями решением о передаче ингушской территории. Ингуши показали цивилизованный метод протеста, всеобщего, мирного и очень достойного. Для всей России вы стали примером гражданской активности, той самой активности, о которой просил и много так говорил в свое время Путин. Несмотря на то, что с момента подписания соглашения о границах с Чечней прошло уже практически полгода, говорить о примирении или о том, что в деле поставлена точка, не приходится. Почему? Да потому что народ против. События в республике меняются очень быстро. Буквально ежедневно из Ингушетии приходят новости о планах и намерениях сторон. Честно говоря, я очень волновалась, успеем ли мы быстро и в полном объеме рассказать о происходящем. Мне, например, вот как автору проекта, очень не хотелось, чтобы выпуск превратился в газету-однодневку и уже устарел на стадии типографии. Просто не хотелось в погоне за оперативностью утратить объективность. Поэтому, как всегда, подход к приглашению собеседников в проект был очень тщательным. Я благодарна всем, кто дал согласие на интервью и участие в этом проекте, кто был в гуще событий и рассказал о произошедшем достоверно, а главное смело. На мой взгляд, выпуск наших лиц «Граница» представил самые знаковые моменты. И интервью здесь даны со знаковыми фигурами. И самое главное, мы показали то, что не показал ни один федеральный канал. Напомнили неопровержимые факты из истории. Значит, в этом выпуске я как автор сделала акцент на самом главном, на исторической правде. А она за вами, ингуши. Я очень надеюсь, что это понимание придет и к нашим правителям. Я уверена, что собранный в этом выпуске материал смогут использовать и педагоги на уроках истории, литературы, если хотите, даже на уроках мужества. По традиции, в выпуске мы переиздали произведения
На этот раз литературное произведение. На этот раз это произведение, книга Исакадзоева «Хатор». В предисловии к наших лиц мы затронули историю пригородного района. Именно с преступного игнорирования закона о реабилитации репрессированных народов, я считаю, началась, и не только я считаю, началась новейшая история передела Ингушетии. И когда осенью 2018 года стало известно о подковерном соглашении о передаче ингушских земель, ингуши встали как один, вы встали как один. Знаете, не только вы почувствовали физическую боль от совершенной подлости. Ощущение было, словно вот ручку воткнутого вам в спину кинжала повернули еще раз. Это не просто очередной выпуск вот наших лиц. Я просто пришла вам сказать, что это мой посильный вклад в дело восстановления исторической справедливости. Еще один аргумент в пользу ингушей. Вот такой аргумент в формате журнала. Я очень смею надеяться, что это актуально сейчас и востребовано. И я приехала сказать, что наши лица были и остаются с вами, ингуши. Баркал вам за все. Долбиркайте болбол, вейбол. Извините, волновалась. Мне не очень понравилось выражение. Последний шанс. Это мое последнее. Почему? Посильное. Я сказала последнее. Это неправильно. Ну, я имею в виду крайне, вот сейчас настоящее и посильное. Посильное, я сказала последнее. Я тоже Спасибо, спасибо. Спасибо. Оговорка может быть и, ну, я надеюсь, что все-таки не последняя. Значит, этот журнал, я просто сразу скажу, в Москве распространялся довольно долго. Значит, мы отнесли в Совет Федерации. Матвиенко направили лично и в администрацию президента. Когда мы пришли в администрацию президента для того, чтобы передать эти журналы, там были крайне удивлены сначала, потому что они говорят, ну мы документы передаем, мы никогда ни книги, ни журналы не передавали. Я говорю, вы документы передаете, пакет документов? Они говорят, ну конечно. Я говорю, так вот считайте, что это пакет документов, только оформленный вот в таком виде. В результате журнал, значит, был направлен Владимиру Владимировичу Путину, руководителю его администрации и Пескову. Они взяли 3 журнала. Я знаю точно, что там посадят, если сами они, конечно, читать не будут сейчас Путин, мы на это надеяться не будем. Во-первых, пошел импульс в мозг, пошел сигнал, что, извините, русские москвичи вот так относятся и приносят уже вот такие вот документы за ингушей. И, во-вторых, люди, которых посадят от буквы до буквы прочитать, они, естественно, будут. И будут знакомиться с содержанием. И вы знаете, уже даже слух пошел, что ингуши спасли дагестанцев, что в Дагестане приостановлен вопрос о пересмотре границ. И все говорят, что это ингуши спасли Дагестан. Но зато сами ингуши, как всегда, расплачиваются по полной программе. Если соседа дом горит, иди туши этот дом. Пускай соседа нет, ты туши его, потому что завтра загорится ваш дом. Поэтому если сегодня ингуши поднялись малочисленными, пускай не столько, сколько мы хотели бы, может быть, но то, что вы сегодня сделали, выпустив этот журнал, мы считаем, что наши соседи с нами солидарны. Мы вам благодарны и хотим, чтобы вы еще продолжали на этом поприще свою деятельность. И всякую помощь, которая от нас будет зависеть, мы готовы вам предоставить. При выпуске журнала встречаете ли у вас противостояние со стороны властей в цензурной форме, в других как-то аспектах этих Я журналов? расскажу. Великолепный вопрос. Вы знаете, у меня была ситуация, когда вдруг мне звонят в Москву и говорят, вас приглашает Юнусбек Бунгереевич к себе, вы можете прилететь? Я говорю, конечно, могу прилететь, прилетаю. Мне выносят целую кипу моих журналов, целую кипу, с закладками. Все они закладки, подписи какие-то и говорят, вот мы требуем, просим, чтобы вы в электронном виде, вот все, что мы пометили, убрали из этих журналов. И вообще, скажите, кто за вами стоит, мы будем тогда, значит, к этим людям обращаться, кто ваш начальник, чтобы он на вас повлиял. Потому что слишком правду вы пишете. Я сказала, что это совершенно независимый авторский проект.
10 лет я уже вместе с республикой, вместе с ингушами. И мне вот сейчас наступил тот момент, когда я, делая вот этот журнал об ингушах, не останавливаюсь в Ингушетии. Насчет противостояния, потому что мне просто опасно, меня предупредили. Даже вчера я звонила, если разговаривала с Кадзоевым, ну, как он мне позвонил вот насчет журнала. Он говорит: Лен, я тебя очень прошу, как можно быстрее уезжай отсюда. Страшно, как можно быстрее, потому что любая провокация, любая подлость, доносы уже сыпятся и на этот журнал, и на меня, и что и меня закрыть надо, и журнал закрыть надо. Но ничего не выйдет, потому что очень грамотная команда мне помогает, работает со мной. Автор я проекта, ну, естественно, согласовывает со мной, вот не даст соврать Муса Алиевич, как мы согласовывали, да, материал, очень скрупулезно, каждую букву, все согласовано и абсолютно журнал выверенный, придраться не к чему. Тут только правда. Это делает вам честь и уважение со стороны нас, соответственно, когда, потому что у нас в республике большая часть журналистики, кажется, под властью делается все делается как в угоду президенту и его окружению. А вы посмотрите, ни один федеральный канал, что творится в Ингушетии, но это что за журналистика? И не только журналистика. и по всей России. В следующий раз, когда вас спросят, кто ваш начальник, смотрите, Господь Бог, обращайтесь к нему. Я, собственно говоря, вот прям меня с языка взяли. Так и есть, да. Говорим Всевышнему, говорим правду. Я не знаю, вот помимо моей воли иногда очень часто что-то случается, вот с какими-то людьми приходится встречаться, они рассказывают что-то. И у меня ощущение, что это помимо моей воли, что меня, я уже сказала однажды, что кто-то из ваших шейхов меня видел. Это не шутка, я Мурат просто- Беков. Елена, не я сказал, не мои слова. На фоне всеобщей лжи правда, говорить правду – это экстремизм. Уже статью имеете. Если это будет судить, высказать все, что на душе, вот ваш адрес, только сегодня я увидел вас, услышал. Высказать все, что на душе, мне не позволяет мои слове запас. Я колхозник. Вам спасибо. Заслуженный колхоз. Вам спасибо, да. Первый митинг осенний 2018 года, это было настолько красиво. Ну, вообще все, что вы сейчас делаете, вот это очень красиво, это достойно. У меня была такая надежда, что действительно каналы, что журналистика еще есть, не умерла полностью. Но независимая журналистика, правдивая журналистика сейчас не в чести. То есть все средства массовой информации, они принадлежат кому-то. Это чей-то бизнес, и поэтому четко дается установка. Я вам могу точно сказать, что редактора газет, они собираются на планерке на Лубянке регулярно, им дают определенные установки. И для вас не секрет, какое сильнейшее лобби против вас в Кремле. И, к сожалению, ваш руководитель полностью, как я считаю, под этим лобби, потому что я не голословно говорю. Я была на круглом столе у того же Максима Шевченко в общественной палате. Круглый стол был о земле, земельный вопрос. Там были балкарцы, и была вот эта вот старая гвардия еще. Нурбиев был тогда, сын Ароев, там были на этом круглом столе. И они, естественно, о своей боли, о пригородном районе. Тогда казалось, что это вот дно, оказывается, еще чеченский вопрос возник. Вот. И они выступали, а после них начали выступать осетины. Вы знаете, с чего они начали? Они начали свое выступление с благодарности Юнусбеку Ильичу Евкурову. Вопросы есть? Почему ему благодарны больше соседи ваши, нежели вы? Вот это для меня тоже вопрос. И ваш вопрос, почему, я уже писала, мне в Казахстане, я была в прошлом году в Казахстане, делала журнал «Ингушский круг Казахстана», встречалась там, и они мне задают вопросы, почему. И я говорю, у меня тот же самый вопрос, почему, за что. Девочка, которая у нас вот делала рисунки, иллюстрация книги Исы Кадзоева, белорусская художница, она когда прочитала его книгу, она мне перезвонит, говорит: Лен, я не могу спать.
Я плачу, я говорит, вспоминаю, плачу, у меня нервный срыв. И у меня, говорит, только один вопрос. За что? Почему? Этот вопрос у всех нормальных, здравомыслящих людей. Почему и за что? И мне кажется, что вот сейчас то, что происходит, мне кажется, нужно просто быть последовательным, потому что в 1973 году митинг был, еще были митинги, выступления, и потом все это. Мне кажется, что сейчас вот нужно просто быть последовательными и не снимать этот вопрос с повестки дня. Иначе встанет вопрос вообще о существовании Ингушетии и Ингушей в целом. Я хочу поблагодарить Елену от членов Совета предков, я не ошибусь, если я скажу, от всего ингушского народа. Ваше участие в нашей борьбе, а это борьба, хоть и без оружия, но борьба. Для нас это огромная честь, огромная помощь. Мы вас благодарим от всего сердца. Дай вам Бог и здоровья, и успехов в вашем нелегком труде. Елена, извините, что по отчеству. Не надо Она у нас почетный гость, у нас всегда она приезжает уже второй раз поставить свою вину. Она сделала, наверное, не меньше, чем наши старейшины, наши молодежь, которые сейчас. Мой отец говорил, что революция сделана именно письменностью, газетами, журналами. Общественность знает, может знать, весь мир может знать только с этим написанным, прочитать и узнать, что такое, что хотят ингуши. Многие о нас много о чем говорят, даже свои. Наш свой руководитель на нас суд подает. Свой руководитель о нас говорит, что надо их уничтожить, 5-10 человек, а потом вылечь. Да, уничтожить. Вот в этой обстановке Елена трудится и делает доброе дело, которое правду говорит, и мы этим довольны. Спасибо большое. Есть ли какая-нибудь надежда, что прорвется вот эта информационная блокада против... Она прорвана. Вы что ж Нет. думаете, он не знает? Да, Путин интернет. тоже. Прорвано, благодаря соцсетям. Прорвано, потому что те же калмыки, вы в курсе, съезд калмыцкого народа вас поддержал, вас поддерживают в соцсетях, вас поддерживают на Ютубе. Но скоро это закроется, с 1 ноября ведь у нас будет Рунет. То есть то, что у вас здесь глушат, будут глушить вообще по России повсеместно. Поэтому сейчас еще не самое худшее. С 1 ноября, сказали? С 1 ноября. Закон уже принят о Рунете. Приняли уже закон с 1 ноября. Я еще раз повторюсь, что каждый, я не знаю телеканалов сейчас в России, которые не были бы действительно независимы. Их просто не существует. Это чей-то бизнес, это стоит человек, и он владеет этим. Естественно, если он будет идти против лобби и прочих там всех дел, у него просто уберут этот бизнес и все. Поэтому, когда я с этим совсем столкнулась, когда я набила шишек, когда я увидела, что творится, когда ты пытаешься сказать правду, у меня была ситуация, когда я написала одну статью, а утром в газете появилась подправленная, совершенно с точностью да наоборот. Я поняла, что надо делать что-то свое, вот свое, и посильно вносить свой вклад. А дружить я с любым телеканалом могу. Я сейчас как журналист сотрудничаю с российской газетой. То есть у меня там выходят статьи периодически. Российская газета «Правительство Российской Федерации». У меня там проходила презентация 10-го выпуска, вот «Горная Ингушетия», они меня пригласили, и у меня проходила презентация там. С любыми я могу, но там четко, что нельзя, а что нельзя. Вопрос ингушей – это вопрос закрытый. Поэтому или открытые. Я, например, тому Шевченко звоню, я проводила круглый стол в Москве однажды. Звоню ему, я говорю: Макс, ты придешь на мой круглый стол, называется «Стабильность или кризис власти в Ингушетии». Он: а как Юнусбек? Он на меня обиделся, когда я сказал, что выборы нужны там прямые. От него будут люди? Я говорю: от него людей походу не будет, потому что он не продает билеты людям, которые пытаются выехать на мой круглый стол. Он подбрасывает там бомбы во двор там человеку, который пытается выехать на круглый стол. Его не будет. Лен, ну он так на меня обиделся, ну ты же меня пойми. Нет.
Понимаете? То есть это вот. Есть- Поэтому дружить я могу со всеми. Я могу хоть завтра опубликовать что-то, но другое дело, ну, про птичек, про кошечек. Любой телеканал, вот сейчас посмотрите новости, какие выходят, там, про то, что там какая-нибудь телеведущая, там, еще что-то, а про ингушей. Ксения Собчак. Да, садись там. Можно сказать? Елена сказала, что она боялась опоздать с изданием этого журнала, чтобы он был актуален для нас в данный момент. К нашему всеобщему удовольствию этот журнал издан очень вовремя, и в качестве доказательства этого приведу совершенно свежий факт. Вчера мне показывают видеоролик выступление председателя парламента Чеченской Республики Даудова, одновременно являющегося председателем комиссии по определению границ. Он говорит: ничего у ингушской стороны нет для того, чтобы доказать, что земли, переданные этим соглашением, являются ингушскими. Если у вас есть, он прямо обращается к нам: приезжайте ко мне, я вас жду. Ничего у вас нету. Прямо так, жестко, четко. Пуп земли. Поэтому вот в этом журнале перечислены те документы, которые не публиковались, они были, но они не публиковались, которые подтверждают, что земли, отданные Чеченской Республике, являются ингушскими землями. Это очень важно, тот факт, что вот этот журнал поступил в федеральные органы власти. Там тоже не все знают. Они знают то, что им преподносят. Наша власть, насколько я знаю, практически никогда принципиально не отстаивала интересы ингушского народа перед федеральными органами власти. Никогда. Я всегда старался собирать документы, которые отправлялись в Москву из наших властей. Большинство из них у меня есть копии, я знаю, что это не делалось. Вот этот журнал, он как бы наше обращение в федеральные органы власти, но это обращение оформила Елена и ее коллеги. Большое им спасибо. Что касается информационной блокады и происходящего сейчас в этом плане в средствах массовой информации. Мы не должны удивляться тому, что органы государственной власти и учрежденные ими средства массовой информации не публикуют о событиях, происходящих здесь, так как все, что здесь происходит, ими организовано. Поэтому было бы удивительно, если бы они работали бы против себя. К великому нашему удовольствию Россия знает о том, что здесь происходит. Вы видели только что ролик, показывали нам, как русский человек четко расписывает и то, что мы сделали, и то, что Россия сделала, и то, что сделал русский народ, и что нам нужно делать дальше. Сегодня наша задача, как сказала Елена, нам нужно быть последовательными. Мы должны обдуманно, без всяких нарушений действующего законодательства, добиваться восстановления своих прав. Мы можем и должны дальше доводить до российского народа, до всех жителей Российской Федерации, в более расширенном виде наши требования, больше показывать российскому народу, что здесь реально происходит. Вы понимаете, еще интересная деталь. Вот отдали наши земли нашим братьям-чеченцам, но площадь, которую передали, никто не хочет говорить так, как она есть. Я этому вообще поражен. Это говорит о том, что не очень стараются найти эту истину. Я постоянно работаю с этими специалистами. Последний раз я общался 2 дня назад с ними. Так вот, Евкуров и наши депутаты передали нашим братьям-чеченцам 71 тысячу гектаров земли как минимум. 71 тысячу гектаров земли. Это 20% нашей территории. Бумаги, которые мы собираемся отправлять в адрес президента России Путина, это указано мною. Поэтому вот это мы должны помнить. Запомните эту цифру. 70 тысяч гектаров и 20% территории ингушского народа.
Как вы знаете, Евкуров сказал, что он считает необходимым утвердить границы Северной Осетии, сложившиеся на настоящее время. То есть отдать и пригородный район, и Моздокский перешеек. Он говорит, общество к этому не готово. Я уверен, что такое предательское поведение Евкурова возможно по одной главной причине, что, очевидно, над ним висит дамоклов меч возбуждения уголовного дела за те преступления, которые он и его команда совершали здесь, на территории нашей республики. В других случаях, мне бы кажется, что настолько предательски, настолько подло этот человек и его команда не вели бы против ингушского народа. Вот работа Елены и ее коллег по доведению до российского народа того, что здесь происходит, она бесценна. Очень важно, что здесь это на бумаге изложено. Это не устное выступление, это останется на века, на тысячелетия. И будут люди знать, что у ингушей отняли эту крохотную родину. Вот в этом письме я написал, что ныне наша республика – это полоска длиной 100 километров и шириной 30 километров. Вы представляете? Это субъект Российской Федерации длиной 100 километров, шириной 30 километров. И это самая густонаселенная республика, самый густонаселенный субъект Российской Федерации, за исключением федеральных городов Москва, Ленинград и Севастополь. Так вот, вся эта ситуация, она сегодня становится очевидной для тех органов власти, которые сегодня работают против нас. Она дальше, наши, вот сидящие здесь, прочитав то, что здесь изложено, будут уже другим языком говорить, другими фактами аргументировать, не только тем, что мы говорили раньше. И очень было важно, когда Елена прислала мне на то, чтобы я посмотрел, как изложено некоторые материалы, я удивился тому, что очень уместно была изложена та работа, которую наши предки проводили в предыдущие годы по отстаиванию своих земель. Буквально с первых лет гражданской войны и так далее, значит, 20-е годы и так далее, когда у нас отнимали Владикавказ и другие места. Это было очень важно показать всему российскому народу, как это происходило, что с нами делают. И вот вопрос, как она ставит, это прекрасный вопрос. За что? Почему и за что? За что такое издевательство именно над ингушским народом? Непонятно. Без всяких сомнений, наша власть под руководством федеральной власти подготовила документы о передаче пригородного района в состав Осетии. Евкуров это четко признался. Сегодня наша задача грамотно, толково, без нарушения закона отстаивать свои интересы, чтобы не допустить. И в этой бумаге, которая, возможно, уйдет в адрес Путина, мы это написали, и эту часть, что мы не допустим передачи наших территорий и ликвидации Ингушской республики и последующей ассимиляции нас с нашими соседями. Вот это наша принципиальная задача. Вот в этой тяжелой, чрезвычайно важной, жизненной нашей работе и борьбе неоценимую помощь нам оказывает Елена Севрюкова и ее коллеги. Большое им спасибо. Прекрасного вам настроения, успехов и благополучия. И мы не сомневаемся, что здесь Не боитесь. Имени всех присутствующих здесь представителей ТЭПов, я думаю, что это будет справедливо, если я скажу, что от имени всего ингушского народа хочу выразить вам, стоя, за ту правду, которую вы доносите до широкой российской общественности, за вашу позицию. Вы, если не забыли, являетесь почетным членом нашего совета ТЭПов и остаетесь ей. А как видите, обязательно посвятим вам интервью с рассказом о том, как вы отстаивали свою эту организацию
судились, но стояли в полном праве независимости. Чего? Спасибо. Пожалуйста, донат вам отбили? Да, да, да. Я тоже Спасибо. Спасибо, братья. Есть будет жиром. Мама, донат не